Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Под Киевом проходят подготовку 400 добровольцев-резервистов. Сирия. 4 года гражданской войны. Из Приднестровья в Украину за покупками. Жители региона пытаются решить проблему с продуктами. Начнем, как всегда, с новостей из Праги. Шахида? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Хочешь мира, готовься к войне. В Украине идет подготовка добровольцев-резервистов. Инструкторы из нескольких стран мира обучают будущих бойцов азам военной науки. Подробности в репортаже моих коллег. Автомат на землю. Медленно. Все выложил с карманов? Опять же, да, он все выложил с карманов. Но тем не менее, попадайте, пожалуйста. Центр подготовки «Патриот» под Киевом. Воскресное утро. 400 украинских добровольцев-резервистов под руководством опытных инструкторов учатся брать пленных, оказывать медицинскую помощь, правильно стрелять и занимать огневые позиции. Практические занятия проводят инструкторы из разных стран. За плечами у них уже не одна война, и поэтому отношение к обучению новобранцев у них очень серьезное. Их подопечные еще год назад и не думали о службе в армии, а теперь они резервисты, и значит могут очень скоро попасть в зону боевых действий. Просто боковой удар, да? Да, вот такой, да, так 10 раз. То есть мне важно, чтобы вы делали это максимально агрессивно, где техника сейчас не важна. Инструкторы говорят, что для полноценного обучения требуется несколько месяцев. Однако сегодня у добровольцев есть всего несколько часов. Несмотря на продолжающиеся в Украине перемирия, в Донецке в районе аэропорта вновь была слышна стрельба. Стороны конфликта в очередной раз обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. На этот раз эпицентром действий стало село Спартак. Эту тему продолжит Дарья Кудрявцева. Когда-то в поселке Спартак проживало около 2000 человек. Сколько осталось сейчас в этих руинах, никто не знает. Многие жители поселка уже привыкли к обстрелам. Ну, я ж тут уже год уже война продолжается. Ну что ж, уже привыкли. Ну, конечно, привыкать нельзя. Подвал есть рядом. Бежим в подвал, если сильно большой обстрел. Ну, вот было тихо. Ну, уже давно было тихо. Сегодня что-то развоевались. Не знаю почему. Я еще у соседа в подвале аккумулятор. Там DVD-шка и смотрим уже новости хоть какие-нибудь. По данным Генштаба Украины, за последние сутки боевики 29 раз открыли огонь по подразделениям сил АТО. Основной огонь был сосредоточен на населенном пункте Пецкий, Опытная, Авдеевка. Боевики использовали приведение огня по нашим позициям. В свою очередь сепаратисты обвиняют в обстрелах украинскую армию. На все 100% мы с нашей стороны идет полное соблюдение перемирия. Как обычно, это нарушает только украинские силы. Согласно подписанному 12 февраля комплексу мер по выполнению Минских соглашений, полное прекращение огня должно было наступить 15 февраля, а отвод тяжелых вооружений должен был завершиться 1 марта. Жители подконтрольных сепаратистам районов Украины выезжают в Россию закупать продовольствие, а из непризнанного Приднестровья люди за едой едут в Украину. Из-за резко подешевевшей гривны приднестровцам стало выгодно покупать продукты за границей. Тем более, что от Тирасполя до приграничного села Кучурган добраться можно за полчаса. Подробности в репортаже коллег. Не переживайте. У меня были вот такие косички. Каждые выходные небольшой рынок на окраине украинского села Кучурганы оживает. Туда приезжают не только люди из окрестных деревень, но и жители соседнего Приднестровья. Кучурганы – ближайшая граница с непризнанной республикой село. Торговля здесь идет бойко, люди скупают товары, которые в Украине дешевле, чем в Приднестровье. Ну, я тут покупаю продукты, вещи. Ну, относительно Приднестровья тут выгоднее покупать. Даже в раза так 1,5-2.
Такие отличия в ценах объясняются просто – разницей в курсах валют по отношению к американскому доллару. Жители Приднестровья обменивают доллары на гривны и уезжают с полными сумками товаров. Не смущают их даже многочасовые очереди на границе. Очередь по 2,5 часа, по 3 стоят. Очереди, ужасные очереди оттуда. А если так до Первомайской добираться, очень долго. Очереди ужасные. Таким образом, Украина невольно стала спасительным кругом для приднестровцев, у которых в результате экономических реформ зарплаты и пенсии снизились на треть. Я передаю слово нашим вашингтонским коллегам, которые продолжат обсуждать ситуацию в Крыму. Наташа? Да, Шахида, в Госдепартаменте уделили внимание годовщине крымского референдума. Пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что США аннексии Крыма не признают и что санкции против России, введенные в связи с аннексией, продолжатся, пока не закончится, цитата, оккупация полуострова. В прошлом году народ Украины выбрал будущее на основе ценностей демократии, свободной торговли и верховенства закона. В ответ Россия применила свою военную мощь для силового захвата и оккупации Крыма, суверенной территории Украины, и затем провела фиктивный так называемый референдум в попытке оправдать свои действия. За прошлый год российские власти применили в Крыму массовые репрессии. Были вытеснены неправительственные организации, и представители меньшинств, включая крымских татар, были вынуждены бежать или уйти в подполье. За этот год Россия также продолжила действия, направленные на дестабилизацию юго-восточной Украины, которые привели к гибели более чем 5800 людей и появлению свыше 1 миллиона беженцев. Год назад президент Путин сказал миру, что российские военные не вмешиваются в происходящее в Крыму. Сейчас он признает перед всем миром, что российские войска все же вмешивались. И это его собственные слова. Так что это очевидно вызывает вопрос по поводу того, насколько правдоподобно его сегодняшнее утверждение, что российские военные не вмешиваются в ситуацию в Восточной Украине. По данным Министерства финансов России, за год на финансовую поддержку Республики Крым и Севастополя из резерва Российской Федерации было выделено почти 125 миллиардов рублей. Это треть миллиарда рублей в день. Какова цена Крыма для российской экономики, выяснял Александр Панов. Большая часть денег пошла на текущие расходы. Зарплаты бюджетникам, социальные выплаты, содержание учреждений, покрытие дефицита бюджета пенсионного фонда. Остальные траты пошли на обеспечение электроэнергии, тепло- и водоснабжение, строительство и транспорт, образование, помощь в сфере ЖКХ, поддержку занятости. Еще была закрытая часть. По ней финансировались работы по военно-морской базе и другим задачам Минобороны. 500 миллиарда в день. Это только официальные и открытые бюджетные траты на содержание Крыма. Это приблизительно 4 миллиарда долларов в год. Это приблизительно столько, как Крым раньше произвел национальный продукт в Украине. И сейчас ничего не производится, надо все финансировать из Москвы. Но если мы смотрим на ВМП России, это 1200 миллиардов долларов, и тогда 4 миллиарда долларов, это не очень много. Часть денег пришла в Крым в виде прямой помощи от российских регионов. Регионы также отправляли на полуостров продукты, медикаменты, технику и даже российские флаги, портреты президента и гербы. Поставки осуществлялись в первые месяцы после присоединения полуострова, и большая часть грузов оказалась разворована, рассказывал BBC глава Крыма Сергей Аксенов. По мнению профессора Ослунда, расходы на датирование Чечни, Ингушетии и Крыма не идут ни в какое сравнение с финансовыми потерями, вызванными введением западных санкций и падением мировых цен на нефть. Россия получает 900 миллиардов долларов меньше, это снижение цены на нефть, потеряется 150 миллиардов долларов в экспорте, и Крым стоит 4 миллиарда долларов. То, конечно, это затраты, большие затраты. Еще порядка 3,5 миллиардов рублей составили субсидии на отдых и туристические путевки. Но в конечном счете за все платили налогоплательщики. Операция в Крыму вознесла ввысь рейтинг Владимира Путина. Ни санкции Запада, ни падение рубля, ни таинственное исчезновение лидера, ничто его не колеблет. Андрей Пьянковский очень правильно заметил, что популярность Николая Чаушеску в Румынии было 90%, когда народ снял его. Что я не думаю, что мы можем видеть через опросы, когда Путин слабый
будет. Я думаю, что это более важно, что случается в Кремле. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Тему крымской экономики продолжат коллеги в Праге. Шахида? Спасибо, Наташа. Экономисты утверждают, что после аннексии полуострова местной властью было экспроприировано более 700 государственных и частных объектов. Речь идет не только о курортных зонах и пионерских лагерях. Это прежде всего порты и промышленные предприятия. О судьбе этих объектов я говорила с экспертом по экономике Крыма Андреем Клименко. С основными отраслями экономики Крыма являлись в промышленности. Это северный химический узел, это заводы Фирташа, Титан, содовые, бронные заводы на севере Крыма, это Евпаторийский, Севастопольский, Ялтинский, Феодосийский и Керченский порты. И это, да, естественно, курортный сектор и вся система сервиса, которая работала на курорты. Это более 600 объектов типа санатории, гостиницы, пансионаты, базы отдыха. Ну и плюс вся инфраструктура обслуживания: торговая, транспортная, развлекательная. И, в принципе, очень приличное сельское хозяйство большое. Ну и, конечно, очень большой удельный вес в экономике Крыма занимала добыча нефти и газа. Это Черноморнефтегаз, это добыча преимущественно на морском шельфе Черного и Азовского моря. Появилась информация о том в прессе, что очень многие, ну скажем, определенное количество объектов подобного рода были, так сказать, национализированы новыми властями Крыма, как то Укртелеком, это киностудия. Затронули это все объекты, предприятия, которые принадлежали украинским гражданам, или все-таки какая-то часть осталась нетронутой? На сегодняшний день, по нашим данным, экспроприировано по меньшей мере 700 объектов. Из них 400 объектов – это собственность государства Украина, и около 300 объектов – это частная собственность. При этом был такой интересный нюанс, что сначала шла экспроприация объектов государственной собственности. А вот вторая волна, она касалась уже частной собственности. Это последние буквально 2,5-3 месяца. И она затронула такие объекты, как хлебокомбинаты, автостанции, автопредприятия, имущество всех операторов мобильной связи, которые находились в Крыму. Проводили вы финансовый анализ стоимости всех тех объектов, которые были экспроприированы? Их стоимость и размер ущерба, это во всяком случае не меньше $1 триллиона. Знаете ли вы, в чьи руки попали эти объекты? То есть их новый владелец нам известно, это власти Крыма или какие-то определенные люди? На сегодняшний день это власти Крыма. Если в начале, весной прошлого года, например, планировалось, что Черноморнефтегаз отойдет, скажем так, новому владельцу «Газпрому». Планировалось, что вся система связи отойдет Ростелекому. Но в конечном итоге получилось так, что все вот эти российские корпорации, госкомпании, они боятся испачкаться об эту неправедно забранную собственность, поскольку они все же они работают на мировых рынках, их акции котируются на международных фондовых биржах, и поэтому они как бы сделали вид, что они тут ни при чем, это все крымские власти. Санкции, введенные против России после аннексии Крыма, не мешают властям страны праздновать годовщину присоединения. Но веселиться и ликует не весь народ. Некоторые граждане высказывают свой протест относительно крымской кампании вот таким образом. Годовщина аннексии Крыма. Я решила выйти на Малую Садовую в виде побитой, израненной России, которая держит в руках Украину и пытается откусить от нее куски. У вас Крым-то желтого цвета. А какого цвета он должен быть? Какого? Триколора цвет должен быть. Знаете, я так не думаю. Я считаю, что аннексия Крыма, которая случилась...
годовщина референдума в Крыму. В эти дни на улицах крымских городов можно увидеть много людей с цветами, транспарантами и российскими флагами. Настроение приподнятое, эмоции переполняют. Самое замечательное, самое доброе, самое солнечное. Наконец-таки мы прожили год в той стране, в которой мы родились, в которой мы мечтали жить. Там, где мы должны, в принципе, место нам там быть. На этом фоне продолжаются аресты крымско-татарских активистов без энтузиазма, встретивших российскую аннексию полуострова. Несколько дней назад, рано утром, в дом 31-летнего Талята Юнусова ворвались люди в масках. Талят был арестован, в доме проведен обыск. Избрали меру пресечения в виде заключения под стражей на 2 месяца. Вот постановление взяли, мы сейчас будем подавать апелляционную жалобу. Считаю, что оснований для избрания такой суровой меры пресечения в отношении Юнусова нет. Юнусов был задержан по так называемому делу 26 февраля. Именно в этот день, в 2014 году, у Верховной Рады Крыма произошло столкновение сторонников Евромайдана и представителей пророссийских сил. Спустя год в Крым продолжают съезжаться люди со всей России. Я 18 числа вывешу эти флаги у себя дома, в Санкт-Петербурге. Я хочу, чтобы частичка этого вот счастья, которое я здесь наблюдаю, она со мной переехала в Санкт-Петербург. На улицах Санкт-Петербурга гражданская активистка Мария Лакертиан пытается донести до сограждан, что от аннексии Крыма и войны в Украине страдает прежде всего сама Россия. Потому что я хочу как-то донести до людей, что от войны, которая развязывается в соседнем государстве, страдает не только Украина, не только мифические фашисты и нацисты, про которых мне сегодня рассказывали, а от этой войны страдает прежде всего сама Россия. Год после Крыма и почти год, как Запад наложил санкции на Россию. Как отразились санкции на жизни простых россиян и кто, по их мнению, виноват в том, что они были введены? Без сыра и колбасы, а также без польских яблок мы как-нибудь проживем. Нет, на нас санкции на Россию практически вообще никак не сказываются. Наверное, только на бизнесе, может быть, сказываются, а на народе особо не сказываются. Это зависть людская. Они завидуют России, что мы хорошо живем. Зависть, и как и у нас есть такие люди, которые завидуют и друг против друга неприятности делают. Так и это, они делают сами себе плохо. Ну, не любят нас нигде, вот и все. Все разговоры. Любви у нас нету. А за что, как вы думаете? Ой, за то, что мы независимые и ни у кого ничего не просим. И... На мне, в общем-то, не сказывается, кроме того, как дорожают путевки и некоторые продукты. Ну, там просто еще ответные санкции есть, российские, на продукты. Это больше сказывается, чем американские. Сказываются. А что я сделаю? Сказываются. Жить стали хуже. Надеяться не на что. Россия не единственная страна, некоторым официальным лицам которой запрещен въезд в страны ЕС. Сирия, где уже 4 года идет гражданская война, также находится под санкциями международного сообщества. Эту тему продолжит Наташа. 4 года назад на этой неделе в Сирии начались массовые демонстрации протеста с требованием реформ. Власти отреагировали арестами и стрельбой. Противостояние со временем переросло в гражданскую войну при участии экстремистов из разных стран и, собственно, в полигон для оружия, поставляемого союзниками воюющих сторон. В результате войны были убиты более 200 тысяч человек, четверть 20-миллионного населения были вынуждены покинуть страну. Слова госсекретаря Джона Керри о том, что Вашингтону в конечном итоге придется достичь сирийским лидером Башаром Асадом политического соглашения о передаче власти, вызвали жесткую критику со стороны союзников США. Французский министр иностранных дел Лоран Фабиус заявил, что участие Асада в переговорах о будущем страны будет скандальным подарком экстремистам исламского государства. Премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу сравнил рукопожатие с Асадом с рукопожатием с Гитлером, Саддамом, Караджичем и Милошевичем. В администрации Обамы пояснили, Вашингтон всегда был убежден в том, что у конфликта в Сирии может быть исключительно политическое решение, для которого необходимо присутствие представителей режима Асада и не обязательно его самого. Комментарий пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста. Я думаю, вполне очевидно, что главным приоритетом для нас является ответ на угрозу, исходящую от экстремистов, которые используют продолжение внутреннего хаоса в Сирии.
То, что за этот хаос несет ответственность Асад, даже не вопрос. Отражением неудачного руководства Асада является то, что экстремисты пытаются превратить Сирию в убежище, откуда можно планировать теракты. Между тем, по сообщениям СМИ, Россия планирует очередную встречу по Сирии, куда, по информации, опять же, в СМИ был приглашен спецпредставитель ООН, США же приглашены не были. Есть ли шанс, что дипломатия Москвы приведет к урегулированию этого кризиса? Об этом мы поговорили с Эндрю Таблером, экспертом Вашингтонского института ближневосточной политики. Пока ничего не ясно. Мы должны дождаться переговоров, чтобы понять, изменила ли Россия свою позицию по условиям передачи власти в Сирии. Ходят слухи, что в России обеспокоены усилением влияния Ирана в Сирии, особенно в регионах, которые контролируются режимом. Москва больше заинтересована в светской Сирии, которую мы знали на протяжении последних десятилетий, не обязательно с Башаром Асадом у власти. Но это всего лишь слухи. Посмотрим, что произойдет в будущем, чтобы узнать, есть ли возможности для дипломатических маневров. Сегодня Вашингтон и Дамаск независимо друг от друга ведут борьбу против боевиков исламского государства, закрепившихся в раздробленной стране в прошлом году. Коалиция во главе с США практически ежедневно наносит воздушные удары по позициям исламского государства на севере и востоке Сирии. Если США хотят сохранить свою позицию мирового лидера, им требуется выработать новую стратегию внешней политики, которая отвечала бы вызовам сегодняшнего дня. По мнению экспертов, Америке необходимо расширять международные связи и приобретать новых союзников. Репортаж Вадима Оленичева. Цикл конференций, посвященный внешней стратегии США, проводит Центр международной безопасности имени Скоукрофта. Его открыл идейный вдохновитель, бывший советник президента Форда по национальной безопасности Брент Скоукрофт. Он отметил, что стратегией можно называть только теорию, которая ясно дает ответ на два основных вопроса. Какой цели мы хотим достичь и как мы хотим ее достичь. Следующий выступавший, коллега и преемник Брента Скоукрофта на посту президентского советника Стивен Хедли, привел высказывание Генри Киссинджера. Бывший госсекретарь США недавно сказал в интервью, что для Америки наступил самый тяжелый с послевоенных времен период. По мнению участников встречи, угрозы демократиям западного образца, возникающие сейчас в мире одна за другой, создают нестабильность и могут разрушить всю систему международной безопасности. В первую очередь, речь идет о событиях, имевших место в течение последних 12 месяцев в Украине. Эксперты не сомневаются, что Соединенные Штаты должны принять жесткие меры в ответ на агрессивные действия России в Украине. Однако спектр и масштаб этих мер по-прежнему требуют доработки. Вот почему Америке нужна четко сформулированная стратегия. Агрессия мистера Путина в Крыму и Восточной Украине не должна остаться безответной. Я не думаю, что нам предстоит полномасштабная война, но каждый обязан отвечать за свои поступки. Соединенные Штаты должны хотя бы показать, что те принципы, которые мы отстаивали последние 50-60 лет, остаются неизменными. По мнению экспертов, сегодня в мире наблюдается возникновение двух альтернатив западному устройству. Первое – это трансформация власти от государственных структур к склонным к тоталитаризму негосударственным образованиям наподобие самопровозглашенного исламского государства. Это один из наиболее серьезных вызовов западному мироустройству. Вторая модель – авторитарная, по образцу России или Китая, когда динамично развивающаяся экономика существует параллельно с несвободным обществом и политическим диктатом властей. Эта новая тенденция, отмечают политологи, порождает ситуацию, которая представляет собой для стран-членов НАТО не столько новую холодную войну, сколько стратегическую конкуренцию, но характеризуется она перманентным кризисным состоянием. Выиграть в этой конкуренции, используя старые установки, трудно, а скорее всего невозможно. Поэтому Америке пора решать, где находится оптимальный баланс между компромиссом и принятием решений с позиции силы. Как отметили гости конференции, признанные специалисты в этой области, государственную стратегию США вырабатывают органы, созданные в прошлом столетии, чтобы решать проблемы 20 века. Теперь настала потребность реформировать их, чтобы решать проблемы 21 столетия. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И другие темы. Цены на недвижимость в Нью-Йорке бьют новые рекорды. 130-150 миллионов долларов за квартиру в высотном доме. Небоскребы становятся выше, стоимость жилплощади растет, и отношение общественности ко всему этому становится все более неоднозначным. Подробности в нашем видеорепортаже. Это Парк-авеню, дом 432, здание высотой более 426 метров. На сегодняшний день самое высокое жилое здание в западном полушарии. Всего 12 жилых небоскребов сейчас на разных стадиях проектирования и строительства. Большинство из них на одной 57-й улице в центре Манхэттена.
Эти новые квартиры в небоскребах стоят дорого – от 30 до 40 миллионов долларов за квартиру класса люкс, в которой еще никто не жил. Такие цены уже мало кого удивляют. Как сообщает в своей статье газета «Нью-Йорк Таймс», многие из этих квартир принадлежат подставным компаниям. И это не проблема, говорит юрист Эдвард Мармелстайн, представляющий интересы нескольких иностранных инвесторов в Соединенных Штатах. Он называет такое жилье в Нью-Йорке выгодным приобретением и говорит, что его клиенты охотно расплачиваются наличными. У нас довольно стабильная группа иностранных покупателей, которые считают выгодным приобретение жилья в Нью-Йорке. Они видят, что по сравнению с некоторыми другими городами Нью-Йорк дешевле, и здесь еще есть возможность для роста. С ним согласен архитектор Пол Голдбергер. Однако он отмечает негативные аспекты популярности дистанционной собственности на нью-йоркскую недвижимость. Само собой разумеется, что владельцы этих апартаментов не платят подоходный налог, потому что официально проживают в другом месте. А в большинстве случаев они и налог на недвижимость не платят. В нашем законодательстве о зонировании есть лазейки, позволяющие строить эти очень-очень высокие здания, не особо соблюдая требования общественной экспертизы. Крайне актуальный вопрос о правилах зонирования оказался в центре внимания участников недавнего совещания местного общественного совета. Этот совет добивается внесения изменений в законы о зонировании и считает чистокол небоскребов проблемой для всех жителей города. Из-за этих зданий значительная часть Центрального парка будет постоянно находиться в тени. И проблема в том, что речь идет не о каком-то одном здании. Мы знаем, что на этой довольно узкой полоске Манхэттена уже проектируется по меньшей мере 12 таких зданий. Это значит, что в зимнее время днем здесь будет холоднее, причем настолько, что люди уже не смогут пользоваться парком. Фирмы-застройщики пока молчат и молча продолжают строить. Уже готов проект строительства здания, которое поставит новый рекорд высоты западного полушария – 433 метра. И построено оно будет тоже на 57-й улице, которую теперь называют улицей миллиардеров. Роботами, выполняющими запрограммированные задания, никого не удивить. А вот робот, который способен научиться новым действиям, посмотрев видео, это новинка. Над этим работает группа ученых из Мэрилендского университета. Если вы когда-либо выкладывали видеорецепт вашего любимого блюда на YouTube, есть большая вероятность, что его приготовит робот. В интернете есть гигантский объем видеоинформации, из которой мы можем извлечь выгоду, если научим роботов ею пользоваться. Янис Алаймонос, профессор Мэрилендского университета, возглавляет команду ученых, которая обучает роботов выполнять простые задания после просмотра видео. На данный момент видео показывается в произвольном порядке. Говорит Корнелия Фермюллер, ученый. Сначала мы сами снимали видео про то, как мы готовим. По мере исследований мы перешли на видеоролики, снятые в хорошем качестве другими. Следующий шаг – домашняя съемка. Робот по имени Юлия может смешивать ингредиенты, заправлять и перемешивать салаты. Юлия учится сложным движением, разбивая каждое действие на простые элементы. Сначала нужно взять ложку, потом положить ее в миску, далее прокрутить ей, наблюдая за результатом. Робот может видеть, слышать и запоминать. Это позволяет ему совмещать простые действия и запоминать их порядок. Это оцифрованное знание, организованное определенным образом, плюс возможности движения. Зачем же тратить время на обучение робота, если он может быть запрограммирован? Алаймонос говорит, что у заданных программ отсутствует гибкость. У вас есть программа для конкретной задачи. Ее невозможно поместить в другие условия. Она не гибкая. По словам ученого, они пытаются понять, как заставить робота понимать и применять навыки, которым он научился, выполняя определенное задание в будущем. Другая проблема – язык. Мне кажется, на это уйдет много времени, прежде чем роботы научатся понимать метафорический язык. Как, например, фраза «невыносимая легкость бытия». Однако это не обязательно для создания мира, где роботы будут работать на благо человека. На этом наша программа подошла к концу. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. До завтра, Шахида. Спасибо, Наташа. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.